Уважаемый Михаил Михайлович, будьте добры, подскажите мне, пожалуйста, как правильно зарегистрировать аккаунт на портале Министерства юстиции? Да, пожалуйста, Константин Викторович, вот вы зашли на информационный портал Министерства юстиции о деятельности некоммерческих организаций, и, соответственно, здесь в регистрацию нажимаете кнопочку, заходите в регистрацию, соответственно, принимаете условия соглашения и заполняете все остальные реквизиты, которые появляются на экране. То есть заполняем форму, да? Да, заполнили предложенную форму, ввели соответствующий код и осуществили регистрацию. Значит, портал вам разрешил зарегистрироваться, и вы на этом закрываете информацию. Дальше мы с вами возвращаемся опять же к порталу, и уже вместо регистрации нажимаем на кнопочку «Вход». То есть входим в свой рабочий кабинет, да? Да. То есть на портале создается аккаунт, который является рабочим кабинетом. Да, создается ваш рабочий кабинет, в котором появляется опять же окошко для ввода логина и пароля. Вы вводите свой логин и пароль, соответственно, и таким образом вы заходите на свой рабочий кабинет. Значит, ну это еще раз я вам сейчас продемонстрирую. Вот открывается у нас портал, нажимаем на кнопочку «Вход» и вводим здесь имя пользователя. Это ваше имя, как вы определялись. Да. Падокин КВ и год рождения, последние цифры. И следующий пароль. Пароль у вас тоже из части вашего имени. Так, понятно. Вот, и заходим. Так, это не авторизация. Вот вы попали на информационный портал, уже в верхнем правом углу написано «Пользователь Бадокин Константин Викторович». И открываются те информационные возможности, которыми вы можете пользоваться как представитель некоммерческой организации. В частности, вы можете посмотреть нормативные документы, посмотреть символику, которая зарегистрирована на информационном портале. Ну, все возможности есть. Предоставление информации вы можете здесь заполнить. То есть можно все отчеты, форму отчета заполнять и в электронном виде и вам отчеты присылать. в том числе. Вы можете направить заявление о предоставлении вам информации по какой-либо некоммерческой организации. И в том числе идет загрузка отчетов. Вы сейчас можете уже представлять отчеты в электронном виде, прямо заполняя их на портале. Вот я вам советую заполнять вот в этой форме, не в экселевской форме, а та, которая находится рядом со значком экселевским. PDF, тут, да? Да, тут сразу уже появляются все ваши данные, и в том числе и наши данные Управления Минюста по Республике Коми. Тут уже прописано ваше название полностью, ваш юридический адрес. Вам остается только лишь заполнить ИНН КПП, вот, поставить отметки в соответствующих окошках и заполнить ваше имя, То есть фамилию, отчество. Сейчас стало доступно, просто и удобно. Вы когда это все заполнили, тут даже дата заполнения сразу автоматически проставляется. Нажимаете кнопочку «Загрузить», и ваш отчет автоматически появляется у нас. Спасибо большое. Михаил Михайлович, мы занимаемся популяризацией песни наших авторов, композитора Юрия Калинина и поэтессы Нины Николаевой. Я вам передаю слова, ноты этой песни, гимна ветеранам войны и труда. Если будет не проблематично вашим коллективом, ее можете исполнять в любое удобное для вас время. Спасибо. За разъяснение благодарю от всей души. Спасибо. И вам всего хорошего. До свидания. До свидания.